Татарские общественники обратятся в европейские организации по защите прав человека. Причиной стали нападения боевиков батальонов «Аскер» и «Айдар» на супругу председателя общественной организации «Хрым-Барлыгы». По информации зампреда организации, Ленур Ислямов с помощью банформирования вымогает у Надии Немитулаевой 50% от прибыли бизнеса. Все подробности в нашем специальном репортаже. Это не кадры лихих 90-х, а современная Украина. Незаконные вооруженные бандформирования «Аскер» и «Айдар» открыто терроризируют 65-летнюю жену лидера Хрым-Барлыгы Надию Немитулаеву. В сельхозпредприятии «Чонгар» ворвалась банда вооруженных людей. Они запугали сотрудников и разгромили часть имущества, а после и сами расположились в здании. На данный момент структура заблокирована и не функционирует. Курирует и лично участвует в расправе над бизнесом своей же соотечественницы, владелец телеканала АТР и организатор блокады в Крыму Ленур Ислямов. Он к моей матери уже в разов 5-6 приезжал с этим своим батальоном и рассказывал, что, вы знаете, по-нормальному освободите здесь территорию, потому что, оказывается, он великий пострадалец. То есть он первый кричал: мы должны работать в российской власти. И как увидели его мошеннические схемы, его сняли с должности вице-премьера, он сразу же собрал манатки и побежал в Украину. У меня супруга через него трусится, больная, все. Я обращаюсь, если есть там власть, СБУ, полиция, закон, президент, покажите, что Украина сегодня демократическое государство. Это еще одно из проявлений набирающего оборот рэкета на современной Украине. Ведь цена вопроса – 50% от общей прибыли предприятия. Как случилось так, что, казалось бы, в демократичной стране негосударственные вооруженные отряды захватывают целые коммерческие структуры, которые исправно платят налоги и не имеют проблем с законодательством Украины? Где же работающие нормы права? Где в это время полиция и надзорные структуры? Это очевидный пример того, что на Украине государство бессильно перед лицом вооруженной преступности. Вот он, когда наших детей, наших братьев призывает приходить к нему на блокаду, браться за автоматы и говорит: идемте освобождать Крым, и он начинает, оказывается, сожалеть, что в 2014 году не пролилась крымско-татарская кровь. Он в этот момент, пускай рядом с собой сыновей своих садит, своих племянников, не те сыновья, которые в Америке учатся в Гарвардах. Если ты смелый, первый, подойди к границе и скажи: я пришел, я иду освобождать Крым. Только от кого? В поддержку семьи Немитулаевых в Симферополе собрались неравнодушные и высказались в пользу того, что не считают Ленура Ислямова соотечественником. Ведь человек, который открыто терроризирует и вымогает крупную сумму денег у 65-летней женщины, которая к тому же перенесла 5 операций на сердце, назвать крымским татарином нельзя. Как можно прийти домой и забрать чье-то? Нас учили мамы и папы с самого раннего детства, что чужое нельзя брать. Мы крымско-татарский народ, и нас этому учили. Прежде всего, он не крымский татарин. Но что самое страшное, они везде кричат, что они полностью представляют крымско-татарский народ. Нет, это неправда. Понимаете, да? Крымско-татарский народ у себя на родине, здесь мы. Украина, как страна, на всех международных площадках поднимает вопросы якобы угнетения крымских татар в Крыму. Однако на данном примере очевидно, что на самом деле именно на Украине крымские татары подвергаются гонениям и репрессиям. Причем вооруженные налетчики действуют совершенно вольготно и без вмешательства полиции. Обращаюсь к Мустафе Джемилеву, Рифату Чубарову и Ленуру Ислямову. Возьмитесь за ум. Какое вы имеете право нападать на имущество людей? Неужели Ленур Ислямов уже стал рэкетиром? Ущемлять интересы своих же соотечественников на Украине уже становится традиционным занятием для нелегальных вооруженных формирований Ленура Ислямова. Напомним, что буквально в начале этого года протестовали перевозчики на Херсонщине. Тогда они прямо заявляли, что не могут вести коммерческую деятельность только потому, что оказались неугодными владельцу телеканала АТР. Хотим сделать заявление о нападках со стороны меджлисовца Изета Гданова на наш район. Мы устали от постоянного прессинга, они не дают нам просто здесь выживать. Превратили наш район в какую-то монополию. Хотят отобрать последний кусочек хлеба. По указу Ленура Ислямова прибыл в наше ПГТ, дабы установить здесь свои рейсовые автобусы. Сегодня мы вообще не можем говорить ни о какой демократии в Украине, особенно в отношении тех активистов, тех людей, которые наедине вместе со своим народом
продолжают жить и бороться за его светлое будущее. Сегодня нельзя говорить ни о свободе слова, нельзя говорить о добрых пожеланиях тех людей, которые считали себя лидерами нашего народа и долгое время фактически заводили его в тупик. Рустем Немитулаев подчеркнул, что пока Ленур Ислямов расправляется над своими же соотечественниками на Украине, его родственники живут в Крыму в мире, спокойствии и в совершенной безопасности. Вот когда товарищ Ислямов, в кавычках, везде пытается показать, что он очень потерпевший и беженец из Крыма, я приведу пример, не хотелось бы трогать. Его родная сестра здесь работает главврачом. Его зять работает в университете, там замдекан или кто он проект. Я не отслежу. Его племянники, его родители, все здесь живут спокойно. Никто их не трогает, и дай Аллах, пускай всю жизнь живут, это наша Родина. Я к чему это говорю? Он пускай всему миру не рассказывает, что он пострадалец. Я еще раз говорю, это человек не пострадалец, это человек-мошенник. Он всегда ходит там, где есть деньги. Все, основная цель – это деньги. Теперь крымско-татарские общественники в Крыму будут обращаться во все европейские организации по правам человека. Это и ООН, и ОБСЕ. Ведь Запад должен знать, как сегодня те, кто говорят о демократии и свободе слова, сами же ущемляют права людей, которые имеют иную точку зрения.